В республике урожай картофеля будут собирать в разы больше. Специалисты советуют использовать так называемый безвирусный картофель, выращенный из пробирки. Селекционеры башкирского филиала Россельхозцентра работают над этим 3 года с помощью микроклонирования растений. К тому же растение из пробирки элитного сорта может появиться на прилавках. Растет картофель сорта «Удача». Весной мы высадили сюда черенки. Этим кустам действительно повезло. Выращенный из пробирки под плотным навесом картофель защищен от вредителей и бактерий. Динара Гарифуллина растениям как родная мама. Холить и лелеять их приходилось в лаборатории. В отличие от стандартной посадки с семенами, использовали новую методику. Незараженные клетки картофеля, которые чем-то напоминают человеческие стволовые, выделяют из глазков на клубнях. Переносятся эти клетки на питательную среду, затем они культивируются до полноценного растения, проверяются посредством ПЦР и ИФА-анализа на безвирусность. И те образцы, которые показали наименьшее содержание и вообще отсутствие вирусов и других патогенов, они пускаются дальше в культивирование. Первый тепличный урожай посадили на открытом воздухе. Результат налицо. Выведенные из клеток растений, устойчивые к дождям, жаре. Картошка после выкапывания долго хранится, не чернеет и, как говорят специалисты, очень вкусная. Но такой результат возможен только если в почву вовремя вносить удобрения. Чтобы картофель не вырождался, в начале каждого сезона необходимо следить за чистотой почвы, наличием в ней микроэлементов. И тем не менее специалисты советуют обновлять семена картофеля не реже одного раза в 3-4 года. Только так растения будут защищены от болезней, вредителей, и урожая станет еще больше. При ежегодном пересаживании одной и той же картошки она теряет полезные свойства и часто болеет. Новая методика позволяет, что называется, очищать сорт от вредной генетической информации и накопленных вирусов. В Россельхозцентре говорят, растениями, выращенными из пробирки, очень интересуются садоводы, а вот крупные хозяйства пока медлят с заказами. Тенденция есть, то есть люди приобретают и мини-клубни, и более высокие, и высокие репродукции картофеля, там элита, суперэлита. Но его надо не в больших количествах. В этом году весной мы реализовали порядком, не соврать, где-то около 20 тысяч штук. Дабы рассказать о пользе безвирусных клубней, Россельхозцентр провел день картофельного поля. Специалисты говорят, что устойчивые сорта из пробирки будут еще лучше расти в районах республики в зоне рискованного земледелия. Вскоре в регионе откроют специальные магазины, где такую картошку сможет купить каждый желающий. Максим Окунев, Ильнур Юмагулов, новости, Уфимский район.